Миша Мансуров, нужно заявлять о себе на мировых СМИ. Согласен, Миша Мансуров? Конечно, надо заявлять. Но для того, чтобы заявлять, мы должны показать, что есть, нас много есть. Например, вот смотрите, такой случай. Я много занимаюсь вот нашей правозащитной деятельностью и везде пытаюсь доносить. Я один, я не знаю языка, у меня нет ресурсов, да. Я пытаюсь там как-то что-то сделать. И, и вот ну, я во многом ограничен, да. И вот я начинаю добиваться чего-то. И мне говорят европейцы, ну а почему, ну никто же не говорит, говорит, все нормально. Понимаете? Когда я говорю, нас убивают, у нас права нарушаются. Говорят, ну ты только один это говоришь. Ну может ты может ты преувеличишь, может ты психически нездоровый человек. Может, ну смотрите, у вас там дома строятся, власть есть, там все на марш ходят. Я говорю, люди в заложниках находятся. Ну а почему здесь, в Европе, вы же здесь свободные люди, почему вы здесь ничего не делаете? О, Сюик, мне лично это говорили. Почему мы не делаем? Вот у меня вопрос к чеченцам, которые сидят, ингушам, которые здесь сидят, дагестанцам, которые здесь сидят. Почему мы не делаем? А? Почему, если у меня нету бороды, все, ты не мусульманин, я лучше пойду в мечеть, это все там кафирские штучки. Прийти здесь просить политическое убежище у немусульманина, это нормально. А когда надо защитить свои права, это кафирские штучки. Вот в чем наша проблема. И вот когда умер Юсуп Хаджи Тимирханов, убили которого в русском концлагере, Юсуп Тимирханов сказал, пришли люди на его похороны. Когда эти люди пришли на похороны, там сотни или 200 тысяч вышло, мужчин только, со всего Кавказа, в основном Чечни, Дагестан, Ингушетия пришли. Так вот, этот человек сделал больше, чем многие сделал. Этот человек показал всему миру, и русские испугались, и после этого они убили наших детей. Они убили 10-летних, 12-летних детей. Нас еще раз, это такой впрыск страха, который нам наводят. Понимаете? Они живут нашим страхом. When иаду кирер, вакирца диз, лир шадеш ду. Ой, дег даал диз, архарцу ла ищол шац, архарцу ит ищол шац. Цаачакца боос, цааш беш атыби, из заложников в тюрьме человек ничего не может. Только умереть он может. Никто не должен дома ничего делать. Здесь, в Европе, люди должны организоваться. Мы должны создать гражданское общество. Мы должны по одному зову ходить. У нас должен быть фонд, куда деньги собираются. Потому что кто-то не может приехать. Нам нужны переводчики, нам нужны юристы, нам нужны журналисты. Мечадовой. Кто не хочет светиться, это тоже можно делать. Да, против нас ведется сучья война. Против наши родственники в заложниках находятся. И мои в том числе. Но при всем при этом кто-то будет выступать вперед. Давайте делать по возможности. Кто какой? Я это могу. Я могу выделить столько денег. Я могу перевести этот документ. Я могу там составить там юридически грамотный такой документ. Я могу как журналист этот текст написать или добыть такую-то информацию. Кто-то заявит об этом. Я могу быть, который это заявит. Если меня не станет, другой должен прийти. Но мы должны этого добиться. Или мы россияне, или мы теряем 25 лет пота, крови, трудов огромного количества людей, целого народа. Дит бовайк, дит ища мят свои. Аж тамоца да куза дитер нахбук эзгбу, на осты ушметкбу. Поэтому мы должны отстаивать свои права здесь и сейчас.